Всем привет, друзья! Мы опять на реке. И сегодня я в гордом одиночестве. Роман сегодня на работе. Помощника у меня нет. Собаку я тоже один не взял. Смотрим, что по льду. А лед-то опять замерз вчерашнего дня. Значит, ночью морозец опять был крепкий. Так что мне придется изрядненько опять потрудиться. И сегодня у меня помощника нет. Ничего страшного. Время уже 3 час. Дождался, пока потеплеет. В итоге потеплело. Сейчас где-то, наверное, -3, -4, не больше. А ночью морозец давил неплохой. Приступаем. Вот готова одна луночка. Дальше посмотрим. Или буду по несколько лунок долбить. Или одну отдолбил. Проверим. Наверное, по одной будем. Ветра сегодня нету. Ну так, есть небольшой. Но не так, как вчера. Вчера вообще труба была, что творилось. Так. Смотрим, что нам даст сегодняшняя проверка. Здесь пусто. Здесь у нас пусто. Вообще ничего нету. Ну, что-то вообще не на месте стоят продольники и черви. Целый нет. Вот ёршик один есть. Один ёршик. Попробуем сохранить его в качестве живца. И все. Дальше все как обычно. Наживляем, отпускаем. Хотя налима нету, вон живцы есть. Не берут. Основной лед не такой уже толстый. Сантиметров 25, может быть, осталось 30. Не больше. Ну, сколько успеем, столько порыбачим. Самое хреновое, это когда рыба начнет ловиться. Льда уже не будет. И надо будет сворачиваться. Вот она хитрая. Знает, когда все уже, рыбакам на лед нельзя, тогда и начинает ловиться, как будто чувствует. Что-то сегодня все пусто. Пусто. Так, здесь что-то есть небольшое. Натяжечка есть. Наверное, это опять налимчик. Что-то подергает. Дерг. Сиг. Красавчик сиг. Вот так вот. Вчера я путал, говорил сиг, а это были налимчики. Но дергают это практически по одинаково. Вот Янскаден. Вот такое вот серебро, печорское серебро. Янскаден. Вот такой вот красавчик, сижочек. Вот. И ёршик у меня еще один тут был. Там, на 3-й вроде палки. Рано выключился. Ну вот, Янскаден. Начало есть. Я уже доволен. Так, здесь натяжечка есть. Что-то идет. Дай бог, чтобы это был сиг. Нет, налим. На этот раз не аж. Блин, но дергает одинаково. На этот раз налимчик. Блин, говорю, налим, попадает сиг. Сейчас всегда буду говорить, что это налим. Чтоб сиг попадался. Заглотил-то до задницы, блин. А. Еще один, блин. Ты что, весь продольник собрал, что ли? Опять на 2 крючка попал. Сначала взял червячка маленьким крючком, потом живца. Да. Голоден ты был, друг, однако, голоден. Вот так вот. Ну вот,
потихоньку, очень потихоньку, но улов растет. Ёрш, сиг, налим. А проверили уже вон почти половину палок. Небольшая натяжка по ходу ёрш. По ходу ёршик. Или что-то такое, жиганчик, скорее всего. Дергает как. Ну, нет, харюзок нормальный. Вот такой вот харюз. Генскадан. Не маленький, нормальный жиган. Вот так вот. Вторая белая рыбка. Один сижок, один хариус, один налим и один ёрш. Каждой твари по паре. По одному пока. Но будем надеяться, что попадут по паре. Будет неплохо. Каждой твари по паре. Так, ну чья пара на этом продольнике? Походу ничья. Так, предпоследняя палочка, которую вчера мы продольник оборвали. И остались только крупные крючки. Вот он налимчик. Без продольничка. На первом же крючке там малек. Это бычок подох. А он налимчик попал на малька. Попал на малька. Ну, вчера, скорее всего, тоже был налим. Попал, наверное, не знаю на чего, на малька, там на червя. И затащил в коряги или проволок, я не знаю. Ну вот. Второй налим, сижок и харюзок. И там ершей, 3 ерша. Осталась последняя палка. Ну что, у нас остались 5 беспалочных продольников вот таких вот. Как мы видим, мелкие лунки затягивает. Уже тонкий, но надеюсь, крупной рыбы не будет. На палках у нас улов вот такой. Сиг, хариус и 2 налимчика. И что-то 3, 5, 3, 4, 5 ершей. Вот. Смотрим, что нам дадут беспалочные продольники. Беспалочные продольники нам, походу, по крайней мере, первый ничего не дал. Никто не дергает, черви целые. Рыба рядом здесь не проплывала. Абсолютно целые черви, как вчера насаживал, так все и есть. Ладно, подождем. Даже вот этих веснянок нацепил 2 штуки, и тоже их никто не трогал. Никто. Вот одного червя чуть покоцали, и все. Ладно, вон веснянка даже вон шевелится, если видно вон. Если даже такую наживку не трогает, то я не знаю, что им надо. Так, смотрим второй беспалочный продольник. Походу тоже пусто. Никого. Никто не дергает, и черви целые. Интересно, девки пляшут. Так, друзья, начал откапывать 3-й продольник, раздолбил. И прямо даже по веревке чувствую, что там кто-то дергает. Рыба была, по крайней мере. Во-во-во-во-во. Она пока еще есть, дергает. Отлично слышу. Дергает. И потяжки резкие, похожи на харюзовые. Так, смотрим внимательно. Что-то там пока есть. Не знаю, дойдет, не дойдет. Такая типа кормушечки. Так, аккуратненько, аккуратненько. Все перепутано. Да, это хариус, друзья. Это хариус.
Инскадан. Открой ротик. Вот такой вот харюзишка средних размеров. Брюхатый, с икрой, наверное. Заглотил хорошо. Вот. Сработал беспалочный продольник. Вот, в нашем семействе прибыло 2 хариуса сижок, 2 налимчика уже. И у нас еще есть 2 беспалочных продольника. Инскадан. Так, ну что, готово. 4-я лунка без палочного продольника. Но здесь вроде бы никто не дергает. Снегоход едет. Здесь пусто. Пусто. Совсем пусто. И откуда-то уже мусор плывет. Вроде толком не таяло еще. А уже мусором закидывает. Ладно, у нас еще остался последний беспроволочный продольник. О, летит. Куда гоняют? Клюет там, не клюет? Думаю, чем дальше, тем лучше, наверное. Может быть, может быть. Вот и готова последняя лунка. Последний продольник на сегодня. И походу здесь никто не дергает. Никого. Так. Ладно, до конца уж вытянем. Не, нету ничего. Так. Ладно. Здесь пусто. Ну что, друзья, закончилась наша сегодняшняя проверка. На все про все вместе с долбежкой, вместе с дорогой ушло, ну, максимум часа 3, наверное, не больше. Погодка сегодня по сравнению с вчерашней просто прелесть. Пусть и минус небольшой, зато солнышко, ветра нету. Кто-то ходит на пробежку, кто-то берет лыжные палки, типа скандинавская ходьба. А я вот сюда приехал на урагане, подышал свежим воздухом, немножко подолбил, немножко позанимался рыбалкой, и в итоге вот на вечер, на ужин уже вот есть рыбка. Вот сегодняшний мой улов. Это, ну, это вот 1, 2, 3, 4, 5 ершей, 2 налима, 2 хариуса и вот такой вот сижок. Жареха будет? Еще как будет. Нас в семье 5 человек. Правда, Елена Геннадьевна сейчас грызет гранит науки в городе Сыктывкар. На 4 нам, я так думаю, на сковородочку это вполне будет отменная жареха, свежатинка. Как-то вот так. Я считаю, можно сходить прогуляться с пользой для дела. Ну а завтра посмотрим по погоде. У меня черви заканчиваются. Пойду покопаю червей. И если будет погодка, то приедем и проверим. Так что до новых встреч на канале Конь и Рыбак. Всем пока. Так, друзья, стоп. Еще не прощаемся. Что-то я заговорился. У меня же вон еще 1/6 беспалочный продольник. Я что-то забыл про него. Начал уже ходить, смотрю, не все проверено. Здесь, кстати, что-то есть. Здесь, кстати, кто-то дергает. Здесь, кстати, вот такой вот харюзец. Как-то мы про него чуть не забыли. Так что не 2, а целых 3 хариуса у нас. Чуть мы его не забыли. Вот 3 хариуса, сижок и 2 налима. Ну теперь жаровка будет еще жирнее.
Как-то вот так, чуть не забыли. Ну а теперь точно все. До новых встреч. Пока.